Это поврежденный после пожара дом семьи Курбединовых из села Кучук-Яшлав Бахчисарайского района. Несчастье произошло 6 января. Огонь вспыхнул около 9 часов вечера в пристройке у дома, где находился котел. Тогда все 4 членов семьи находились в доме. Затопили котел, все было спокойно, все нормально. Я вышла, посмотрела котел, все было нормально, дрова, как обычно, все. И зашла домой. Проходит максимум минуты полторы-две. Выключается свет, резкий огонь. И я открываю двери, выходить, и я попадаю в само пламя, понимаю, что горит. Возгорание все произошло вот здесь. У нас здесь была небольшая пристроечка сделана. Естественно, где-то с кирпича, где-то из досок, то, что смогли сами построить, сделать. Вот там у меня на улице стоял котел. К этому котлу шло удлинитель, который подключался. К нему насос. В ту страшную минуту на помощь семье, оказавшейся в беде, поспешили соседи, но в течение нескольких минут огонь уничтожил новую кровлю дома. Я выбежала, естественно, через окно и начала тушить, и начала кричать о помощи. Тут у меня уже выбежал ребенок, вслед за ним выбежал братишка. И я понимаю, что у меня неподалеку стоит газовый баллон, так как у меня природного газа нет, у меня газовый баллон. Я ухватываюсь за этот баллон, кричу, мне братишка его хватает, тут прибежали соседи, САУ, СНЛАР, которые в эту минуту все были рядом. И начали этот баллон, отодвинули, убрали его вообще в другую сторону. Огонь распространился именно в прихожей, в ванной комнате, и большинство удар дало именно на крышу. Получается, на кухне, прихожей и ванной сгорела полностью вся проводка, погорела там много техника, она сгорела. И самое страшное, это вот все новые балки, вот это все то, что вот только перекрыли крышу новую. Крышу закрыли 30 декабря 2024 года. Вот только сделали, только радовалась, сказала, Гашкур ее сделали, тяжелым трудом заработанные деньги, которые на эту крышу зарабатывалось. И это просто в один миг оно вспыхнуло. Зарема Ханым – единственный кормилец в семье. Она одна растит 12-летнего сына, заботится о больном брате и матери. В этом недостроенном доме семья проживает с 1990 года, строит его по крупицам своими руками. Но теперь кровлю дома, которая с большим трудом была установлена неделю назад, нужно вновь возводить с нуля. Эту крышу она очень много лет латала сама. Когда мы снимали шифер, там было 4 слоев. То есть оно каждый год у нее подтекало. Нет возможности, она брала, кидала туда лист, пыталась как-то это все подлатать. Вот. Она очень сильно радовалась. Когда поднимали эти листы профиля, накрывали крышу, она плакала от радости, что наконец-таки, говорит, моя семья, говорит, мой дом, говорит, будет сидеть в сухих комнатах, что не будет течь, говорит, с крыш. Вот 6 дней. За 6 дней, оказывается, ты даже не успел порадоваться, и вот такое горе. Это все, к сожалению, очень дорого, и я думаю, что, я даже, наверное, уверена, что она таких денег сейчас просто не заработает. Мы обращаемся ко всем неравнодушным. Кто может, пожалуйста, помогите. Сейчас 12-летнего сына Заремы Ханым приютили соседи, а семья вынуждена проживать в одной комнате, где холодно и присутствует запах гари. Во время пожара пострадала и сама Зарема Ханым, получив ожог лица и руки. Она до сих пор не может оправиться от случившегося. Женщина с большим трудом зарабатывала средства, вкладывала их в обустройство дома. Теперь семье вновь необходимы средства, чтобы восстановить крышу и создать минимальные условия для проживания. Помочь семье справиться с этой бедой может каждый из нас, перечислив средства по реквизитам.